Хайырлы күн, құрметті тыңдаушылар, білім алушылар, студенттер. Сегодня у нас тема, которая поможет нам разобраться с лексической темой Адам Келбеті, внешность человека. Мы с вами не только описываем человека, мы еще можем сравнить одного человека с другим человеком, одно качество одного человека с качеством другого человека. Ну и вообще данная конструкция нам позволит сравнить что-то с чем-то. Довольно несложная конструкция. Для этого нам нужно употребить барсиктик жалалы, гаги. Я здесь написала только один фонетический вариант. На самом деле вы знаете, что есть еще, кроме га, есть ге, ха, ке. Еще есть после тавельдик жалал притяжательная формула на, не. Есть вспомогательное слово караганда. Караганда, не спутайте с названием города, потому что это абсолютно другое происхождение этого слова. От слова карау, смотреть, кара. И мы с вами проходили этот аффикс ганда, генде, канда, кенде. То есть когда ты смотришь, на него. Или в русском языке эквивалент будет по сравнению с кем-то. Или дословно это даже можно употребить как смотря на него, смотришь на второго и видишь такое-то различие. Употребляется очень просто к тому предмету, к тому описанию человеку, с которым мы сравниваем какой-то второй предмет, описание качества или человека. Мы к этому слову, к объекту добавляем барсиктик. Мысалы, асан, асанға қарағанда, дословно это будет по сравнению с асаном, сен аласа. То есть по сравнению с сеном асан низкий. Ой, например, наоборот, по сравнению с асаном сен низкий ростом. Можно даже сказать бое аласа. В принципе, здесь больше ничего другого объяснять не нужно. Но давайте еще употребим другие фонетические варианты. У нас еще есть га, ге, ха, ке. Для слушателей нашего курса, нашего уровня, данная задача несложная, потому что мы уже знаем, что это разные фонетические варианты, какой вариант к какому слову добавляется. Допустим, если это будет слово мөлдер, которое заканчивается на сонорный, мы добавим ге, мөлдерге караганда. Если это слово будет заканчиваться на твердый, вернее глухой звук, то соответственно у нас будет ка. И само слово гласные в слове твердые. А если у нас на глухой заканчивается, но гласные мягкие, будет ке. Например, меруерт ке. Здесь все гласные одного ряда, все мягкие. Соответственно, здесь на сонорный заканчивается, но здесь гласные твердые га, здесь гласные мягкие ге. Ну, давайте приведем какой-нибудь пример. Мөлдерге қарағанда аяужан пысық, она шустрее. Мақсатқа қарағанда әділет еңбекқор, он трудолюбивее. Меруертке қарағанда сіңлісі қандай? Бай, мысалы. По сравнению с Меруерт, ее же сестра богаче. Назарларыңызға рахмет.